Маршал Душек, здравствуйте. С вами Табарк Хаджимурадова. Я приветствую всех, кто смотрит «Новости 7» на канале Грозный. Все, что случилось за неделю, еще много интересного в нашей программе. Итак, смотрите сегодня. Туристические возможности Северного Кавказа, перспективы их развития премьер-министр России обсудил с главами регионов. Для отдыха на Кавказе существует огромное количество возможностей. Какие направления нынче в моде и какие из республик могут порадовать даже самого заядлого туриста? Архыз, Эльбрус и Ведучи выделили 3 курорта. Развитием туризма заинтересованы и в самой Чечне. Власти всерьез взялись за развитие высокогорья. Ставку делают на туристические направления, но есть в горах и другой потенциал – сельское хозяйство, садоводство и что еще. Учебный центр Хрёшевая. В Грозном прошел вечер, посвященный юбилею Асламбека Аслаханова. Поздравить известного политика с 75-летием в Чечню приехали федеральные министры, деятели культуры, спортсмены, журналисты. Я никогда этого не забуду. Чечня отметила Международный женский день. Море цветов и 1000 нежных слов в адрес самой прекрасной половины. Главные поздравления от руководства республики. А на улицах городов и сел прошли цветочные акции. Число жителей, страдающих от оползней, перевалило за 25 тысяч. Как им помочь и куда их расселить? В Чечню приехали представители федеральных министерств. Ситуация очень и очень сложная. В срочном расселении нуждаются более 800 семей, что предлагают власти жителям и как скоро решится их большая проблема. Почему Минсельхоз России предрекает личным подсобным хозяйствам крах? Через 15 лет они перестанут существовать, прогнозируют чиновники. А Госдума и вовсе решила ограничить количество сельскохозяйственных животных в частных подворьях, что толкнуло законодателей на подобный шаг. О развитии туризма на Северном Кавказе шла речь на совещании, которое провел председатель правительства России в Ессентуке. Дмитрий Медведев встречался с главами Кавказских республик. Потенциал у регионов большой, отметил премьер, и как наиболее важными назвал курорты Архыза, Эльбрус и Ведучи. Глава Чечни выразил готовность развивать регион в этом направлении. У нас уже есть успехи, но без помощи федерального центра тут не обойтись. Глава российского правительства обещал выслушать все проблемы во время личной встречи, рассказывает Рамзан Керимов. Из года в год излюбленным местом отдыха для многих людей становится Северный Кавказ. Об этом свидетельствует и статистика. В 2016-м общий поток туристов вырос почти на 14% по сравнению с позапрошлым годом. Но в перспективе регион способен принимать больше отдыхающих, уверен Дмитрий Медведев. Для отдыха на Кавказе существует огромное количество возможностей. В целом ряде населенных пунктов созданы достаточно современные и комфортные условия для туристов. Очевидно, что с такой сложной инфраструктурой развивать туризм на Северном Кавказе будет затруднительно. Поэтому мы сегодня обсудим, как сделать работу по развитию туристической отрасли в Северокавказском округе более эффективной. Ну и как можно скорее добиться ощутимых результатов. Дополнительные источники экономического роста, новые рабочие места – это как раз то, что очень нужно регионам Северного Кавказа. Чтобы их получить, на Кавказе в принципе есть все необходимое. Здесь исторические памятники соседствуют с уникальной природой, горы, древние города дают возможность интересно и разнообразно отдохнуть. Ну а если говорить про экологию, минеральные источники, то просто поправить здоровье, причем на протяжении всего года. На Северном Кавказе можно развивать 3 из 4 самых популярных направлений туризма, а именно горный, бальнеологический и культурно-исторический. На них вместе с пляжным, так сказать, отдыхом приходится 80% мирового туристического потока. И последние годы мы системно занимаемся формированием здесь горнолыжного и медицинского кластеров. В прошлом году все курорты региона посетили почти 1,5 миллиона туристов. Особенно заметен прогресс в горнолыжном секторе. За 2 года он увеличился вдвое, до 500 000 человек. Однако, по оценкам экспертов, Северный Кавказ способен принимать гораздо больше туристов. До 10 миллионов человек в год. И нужно постараться, чтобы занять на этом рынке место, которое достойно наших возможностей. Но если говорить вот про горнолыжный туризм, у нас сейчас 3 таких проекта. Это вот Архыз, о котором я только что сказал, и мы с утра его посмотрели, даже покатались.
Значит, это Эльбрус в Кабардино-Балкарии и ведущий в Чечне. Строительство и развитие горнолыжных курортов – приоритетная задача, считает Лев Кузнецов. По словам министра, эта отрасль туризма в условиях Северного Кавказа самая востребованная. Мы сконцентрировали ключевые приоритеты на 3 курортах – Архыз, Ведучий и Эльбрус. При этом создали концепцию управления курортами, которая исключает взаимное конкурирование, формирует единую техническую и управленческую политику. Мы сформулировали для себя модель эталонного курорта, то есть определили все-таки, сколько нужно и объем государственных инвестиций, во что, чтобы позволило этому курорту быть самодостаточным, создать условия для привлечения частных инвестиций и быть интересными для самого туриста. Хорошие показатели у Чечни, ведь инфраструктура в республике развивается, есть инвестиции, строятся современные туристические объекты. Среди них и горнолыжный курорт «Ведучий». Это десятки трасс всех уровней сложности и комфортабельные гостиничные комплексы. В прошлом году регион посетило рекордное количество туристов. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги, мы тоже развиваем внутренний и выездной туризм. Но действительно есть успехи. В 2016 году нашу республику посетили около 90 тысяч туристов. Это рекорд с 1991 года. Но есть определенные проблемы. Мы с Министерством по делам Северного Кавказа работаем плотно. Нужны дополнительные возможности. А это возможность только у вас, Дмитрий Анатольевич. Поэтому, если у вас было бы время нас принять, я с письмами приехал, чтобы здесь много времени не терять. А так... Вас, Рамзан Ахматович, в любой момент приезжайте с письмами. Спасибо. Хорошо, поговорим об этом. Значит, но в любом случае, вот мы сегодня смотрели 3 направления, в том числе и ведущие. Значит, надеюсь, что там тоже все будет нормально. Олег Сафонов в своем докладе отметил, что особой популярностью в регионе пользуются санаторно-курортные комплексы. Хотел бы сказать, что в республиках Северокавказского федерального округа уже имеется санаторно-курортный комплекс. В нем совокупно находится порядка 300 санаториев. Вообще в Российской Федерации 1800, поэтому значительная часть, причем очень известных и таких эффективных, расположена у вас. Хотелось бы отметить, что в прошлом году объем медицинских услуг туристских увеличился на 35%. Правительственная комиссия по СКФО была сформирована в 2010 году. Среди основных ее задач – подготовка предложений по социально-экономическому развитию северокавказских регионов России и координация действий различных ведомств по реализации государственной политики в федеральном округе. На предыдущем заседании комиссии в конце декабря обсуждалось состояние топливно-энергетического комплекса на Северном Кавказе. Этой же теме было посвящено совещание в марте минувшего года. Рамзан Керимов, Ислам Расуев и Денис Хавхаров при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости 7. Развитие туризма для Чеченской Республики в последние годы стало одной из приоритетных задач. Очень много внимания власти уделяют высокогорью, так как именно здесь, в этом направлении, как говорится, можно разогнаться. Сейчас идет формирование программы по развитию горных районов, в которой немало места отведено туризму. Рабочие группы регулярно выезжают в муниципалитеты, встречаются с местными властями и оценивают потенциал каждого из районов. И все же на первом месте стоит сельское хозяйство. Подробнее Магомед Салтамурадов. Тема развития горных районов для Чечни не нова, но чтобы вот так комплексно подойти к вопросу, вплоть до этого года как-то не получалось. Как говорится, не доходили руки. Теперь же, после поручения главы республики, для правительства это одна из приоритетных задач на следующие пару лет. Разработкой программы занимается Министерство территориального экономического развития и торговли. Регулярно проводятся встречи с органами исполнительной власти и администрациями горных районов для выработки единого механизма реализации программы. В процентном отношении 100 миллионов, из них 50% будет уходить на горный район. Вот обозначено точно. Вот 17, 18, 19, 20 год. В программу входят все 5 горных районов Чечни – и Тумкалинский, Шаройский, Шатойский, Веденский и Нажиюртовский. При разработке учитывается весь потенциал муниципалитетов, начиная от туристической привлекательности, разных форм бизнеса и заканчивая сельским хозяйством, что особенно актуально в горной части Чечни. Фермеры говорят, что хотят работать, но рынка сбыта по сути нет. Даже то, что производится в республике, завозится извне. Дело в том, что нужно установить правильный менеджмент. Мы сегодня совместно с Минэкономразвития
разговаривали по этому поводу, мы будем оказывать им содействие. При его правильно выстроенном менеджменте наша собственная продукция всегда будет востребована и реализовываться. Так что мы будем в этом их координировать, мы будем им помогать. В рамках мер господдержки фермерам обещают кредитование с низкой процентной ставкой. Вернее сказать, правительство намерено субсидировать часть суммы, чтобы долговые обязательства не загубили бизнес. Тем более, что некоторые банки уже заручились помочь. Ключевая ставка Банка России 10%, а у банка десятки разных кредитов, которые в той или иной мере, если ЛПХ там и малый микробизнес, крупный бизнес, она варьирует от 10,75 до 18-19%. То есть в зависимости от срока, в зависимости от вида кредита, в зависимости от того, насколько он субсидируется, то есть процентная ставка она варьирует в таких пределах. То есть она, с учетом того, что инфляция у нас ожидается на уровне 5% в России, то она именно такая доступная, я думаю, для предпринимательской среды. Особый акцент разработки и реализации программы делается на привлечение внебюджетных средств. Только в одном Нажеюртовском районе 8 инвестиционных площадок, которые позволят создать несколько сот рабочих мест в сфере производства, промышленности и туризма. За высокими технологиями мы не гоняемся, мы знаем, что кому-то надо растить хлеб, кому-то надо выращивать что-то. Поэтому Нажеюртовский район делает акцент на сельскохозяйственную продукцию. Это мясомолочная продукция, это овощефруктовых направлений, это переработка, это производство сырных изделий, это розлив минеральных вод, это выращивание ягод. Учебный центр, что строится в Нажеюрте, один из самых перспективных инвестиционных проектов в районе. На базе заведения можно будет получить образование по наиболее востребованным на сегодня профессиям. Центр практически полностью готов. Осталось подвести коммуникации. В этом вопросе власти обещали помочь. Запуск учебного центра создаст до 20 рабочих мест в муниципалитете. В разработке программы развития горного района активное участие принимают специалисты ведущих консалтинговых и аналитических центров страны, чтобы программа действительно была эффективной и позволила реализовать богатый горный потенциал республики. Инвестиционных проектов, предложений очень много. Мы максимально смотрим реально, что пойдет и как помочь им, чтобы это реализовать. В зависимости от производительных сил и в зависимости от условий, учетом возможностей районов. Реализация программы развития горных районов Чечни должна начаться в этом году. Пока же рабочая группа занимается сбором и обработкой информации и налаживанием взаимодействия между исполнительными органами и администрациями горных муниципалитетов. Ее реализация позволит создать большое количество рабочих мест и возродить аграрный сектор экономики. Магомед Салтамрада, Руслан Яхияев, Магомед Шатаев, Новости 7. На неделе глава региона поручил правительству и муниципальным органам усилить работу, направленную на развитие экономики, предпринимательства и привлечение инвестиций. Экономический кризис в стране – это не повод опускать руки, заявил глава. Нужно активнее привлекать инвестиции, повышать налогооблагаемую базу, улучшать показатели по собственным доходам, развивать малый и средний бизнес. Здесь же председатель правительства сообщил, что бюджет республики успешно принят. Кроме того, благодаря Рамзану Кадырову удалось привлечь дополнительные средства. Глава поручил премьеру наладить тесное взаимодействие с муниципальными органами. Министерство ведомства, مسألة ولا تدع دعونا نوع ملوك دعونا وبالعور بعد خلي دعونا دوين لا أشتري خد دعونا أدمي حش كوتش دعونا أتهن правительство дعونا бал дعونا كردينت بيشتري بوت نبيس كده استان هو رادعون سبراو كه وقت يزد استان مونيسيبالنا образование شكا борш полнах худяш подعونا насколько взаимодействуется на профильное это министерство дعونا сельское хозяйство дон, промышленность дон, мосуауэр дон, му взаимодействие дон. Правительство анализировало, что он говорит на справке есть, да что плюс дон администрация, ну вука масара дон, наши еще направление дон. Худяш дон, развитие хороший яйцен дон. Вот так мы имели бачи дон, развивать садах, ханвы, самец соусасу, что бухурду, бухла, очень халадар, да свой.
Здесь же затронули и ситуацию в республике после землетрясения, которое произошло в ночь на 6 марта. По словам начальника управления МЧС, жертв и разрушений не зарегистрировано. Был создан оперативный штаб в случае повторной сейсмической активности, чего не случилось. Хотя среди населения тут же распространилась информация об ожидаемых повторных толчках. Прогнозировать их невозможно, объяснил Руслан Яхьяев. А глава региона подчеркнул о необходимости проведения разъяснительной работы с теми, кто распространяет такие слухи в соцсетях. Население не должно поддаваться на подобные провокации, призванные посеять панику и страх, считает Кадыров. يبقى الله دوسن دون ادم قيرال ودون حلقه وين مخ بيجي نح شو بصبعش تخوص إتلاج خلي على بور بوش نح على بور عشوائي ساعات صعد ولا إيش دون ساعات إتلاج خليات دون يخو اشتاق وات ألشي هين وجاء على بور خلاص شلون وين سيسا وين مخ بيجي له وجاء على بور MCS ولا دون ألا إيش ما دون целый это прогноз мира есть. Также глава поручил провести массовые субботники в республике. Нужно привести в порядок придорожные и приусадебные участки, сказал Кадыров, и добавил, что в этом вопросе не должно быть равнодушных. Держать в чистоте свой дом и улицу – долг каждого. В Грозном прошел торжественный вечер, посвященный юбилею Асламбека Аслаханова. Известному политику исполнилось 75 лет. Поздравляли его многочисленные гости, в числе которых федеральные министры, звезды шоу-бизнеса, именитые спортсмены. Много теплых слов и пожеланий прозвучало в адрес именинника. А глава республики назвал Асламбека Аслаханова достойным сыном чеченского народа и примером отважного служения людям и родине. Он с самого начала поддержал курс Ахмата Хаджи Кадырова и выступал за борьбу с экстремизмом. Слово Азе Исаевой. Известные политики, общественные деятели, спортсмены и артисты. Юбилей Асламбека Аслаханова собрал в Грозном весь цвет российского общества. Однако самым долгожданным гостем для юбиляра стал Рамзан Кадыров. Рамзан Ахматович, вот этого издания в мире нет. Это история ислама. 3 томах. Позапрошлого века. Поэтому скажите, посмотрите на досуге. А это вашему боевому другу Коран, прямо сюда, тоже позапрошлого века. Глава Чечни со сцены Дома торжеств София поздравила Аслаханова 75-летием. Он подчеркнул, что юбиляр был одним из тех, кто встал рядом с Ахматом Хаджи в самое сложное время. Мы сегодня отмечаем юбилей достойного сына чеченского народа, видного политического деятеля России Асламбека Аслаханова. Асламбек Ахмедович для меня является примером как смелого и честного, как лучшего из лучших. И показатель для нас всегда является то, что он делал для нашего народа и для России в целом. Практически всю свою жизнь Асламбек Ахмедович посвятил служению народу, борьбы с преступностью, наведению конституционного порядка. И когда у нас реально были трудные дни, рядом с Ахматом Хаджи стали в начале, их было очень мало, можно сказать, единично. С ними рядом был Асламбек Ахмедович, он приехал в республику, приезжал и всегда заверял Ахмат Хаджи и весь народ, что он всегда с нами. И не просто словами и делами доказывал, что нам нужно навести порядок, нам нужно избавиться от терроризма, экстремизма, нам нужно строить мирную, процветающую республику. Если такие видные политические деятели не были бы рядом с Ахмат Хаджи и с нами, то у нас вряд ли получилось бы то, что у нас сегодня получилось. На самом деле мы с огромным уважением относимся к Асламбеку Аслаханову. Мы знаем давно Асламбека, и когда по телевизору или где-то мы видели в форме генерала Асламбека Аслаханова, мы всегда гордились этим.
и гордимся по сегодняшний день. Асланбек Адал Духуауэль, дал Могш Мерш из этого больше, хит ан 75 Чарауауэль Хадан. Дадой лишдан, шерсть бедачдан. Дадой лишь шерсть бедачдан из всего лишь дан, календарные дни дан. А ходите дан, гушу дан, полная энергия дан, хидазан, хинти дан, ханти дан, каверты вирош дан, ханти дан, хала вала удрош дан. Тundel dana daar moet al oordelen aan mogelijk hebben dana mogelijk wordt gewoon wel gedaan toch wel dat is echt mooi is wel. Своим указом глава Чечни присвоил Асланбеку Аслаханову звание почетного гражданина Чеченской Республики. Указ главы Чеченской Республики за заслуги в развитии российской государственности, укрепления мира и согласия в обществе присвоено звание почетный гражданин Чеченской Республики Аслаханову Асланбеку Ахмедовичу, генерал-майору полиции, президенту Общероссийской общественной организации Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации. По инициативе главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова за счет средств регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Героя Российской Федерации Ахматхаджа Кадырова вручаются ключи от автомобиля Toyota Land Cruiser 200, а также документы от земельных участков в городе Грозном семье Асланбека Ахмедовича Аслаханова. Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров. Человек, чье имя известно всей стране, имеет множество международных и правительственных наград. Доктор юридических наук, профессор, генерал-майор, 9-кратный чемпион мира по самбо, мастер международного класса по дзюдо. Чтобы перечислить все его регалии, уйдет немало времени. Выступая перед гостями, Асланбек Аслаханов заверил, 75 лет не предел. Он и дальше готов работать на благо Родины. Вы знаете, я, наверное, в жизни своей прошел многие и тревожные и прекрасные дни, но то, что для меня сделали вы, сделал наш бесспорный, авторитетнейший не только в Российской Федерации, но и во всем мире известнейший политик Рамзан Кадыров, оно много очень стоит, и для меня оно очень памятно, потому что я никогда не получал такие подарки, но самое главное, я никогда не слышал таких добрых, пронизывающих душу, хороших, теплых слов, которые были высказаны нашим лидером нашей республики. Я никогда этого не забуду. Я всегда служил своему народу, служил и служить буду. И я докажу, что, невзирая на возраст, я боеспособен, мои мозги еще работают, и, наверное, я смогу своей республике, своему руководителю республики еще оказаться весьма полезным и буду использовать все свои знания и возможности, чтобы хоть какой-то толике помогать тому великому процессу, который происходит в нашей республике. Изменения, произошедшие в республике за последние годы, удивительно, отметил Аслаханов. С каждым визитом в Чечню гости видят, как расцветает республика. Все это благодаря грамотной политике лидера Рамзана Кадырова, который изначально проявил себя как сильный и волевой человек, подчеркнул юбиляр. Я помню, года 3 или 4 назад было, когда проводили субботники, который длился более месяца. Республика, которая была заражена и нефтепродуктами, и безобразным обращением, она превратилась как вот швейцарский, вот вы знаете, в Швейцарии проходишь, все прилизано, все причесано. И когда для меня такой козырь был, я в многие страны, когда я приезжал, говорю, вот у нас в республике наш руководитель сделал то, что совершенно республика преображается на шагах, то есть на глазах. Но кто мог поверить, что это великое дело, что разрушена дотла республика, которая просто была засеяна и невзрываемыми снарядами, и огромными проблемами, люди, которые нечего было есть, не пить, не одеться, ничего, за такое короткое время этот молодой человек сделал то, что ни я, ни другие чеченцы, которые в той или иной степени были заняты
в политике, там, хозяйственной деятельности. И мысленно подумать не могли, что такие изменения сможет сделать один человек. Один человек. Потому что он своим трудом, своей любовью безмерной к своему отцу, который завещал ему всю свою душу, свое сердце отдать служению своего народа, он один смог собрать такой костяк, хорошую команду, которая через «не могу» работы превращает эту республику просто в цветущий оазис. Я вам даю честное слово, что я очень много пригласил известных, авторитетных людей сюда, только ради того, чтобы они собственными глазами посмотрели, что у нас делается. Через месяц приезжаешь, у нас в республике изменения. И каждое изменение связано с нашим Рамзаном Кадыровым. И у нас есть... И у нас есть безмерные основания для того, чтобы мы гордились. И наш человеческий долг, наш долг военнахов, который сейчас возвращает все былые духовные ценности, которые мы, к сожалению, утеряли. Долг наш быть преданным, быть союзником, вернее, союзник, быть хорошим помощником и быть человеком, который с великим удовольствием будет принимать все меры и отдавать свою душу и сердце, чтобы реализовать те планы, которые поставлены. Рамзан, Валлах Биллади, он халаха мелдакин, он и чекдаки, тхохулилу, тхо лидерхирдацон, тхо духурдацон, тхо тхайгдалук, он цадалук, далук, дагуртер, он дирдон. Чтобы поздравить знаменитого юбиляра, в Грозный приехала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Она отметила красоту чеченской столицы. Город, о котором до этого можно было судить лишь по фотографиям, поражает. По ее словам, это еще раз доказывает, какую колоссальную работу проводит глава Чечни. Позвольте мне от лица Министерства здравоохранения Российской Федерации и от себя поздравить от всей души замечательного человека, Исламбека Ахметовича. Я хотела бы сказать, что когда мы о вас думаем, а думаем мы о вас очень часто, мы представляем себе воинство, воинство света. Вы воин в 5-м поколении и принадлежите к особым людям, носителям особой духовности, духовности света, добра, чести, справедливости. И в Министерстве здравоохранения все о вас знают, и мы восхищаемся вашими поступками, тем, как вы проявляли себя на всех основных этапах истории Российской Федерации. Дорогой и глубоко уважаемый Рамзан Ахматович, мы хотим от всей души поблагодарить вас за то, что вы так бережно относитесь к героям Чеченской Республики и героям Российской Федерации, к лучшим сыновьям Чеченской Республики. Спасибо вам большое. Преображение Грозного отметила и заместитель председателя Центрального банка России Александр Торшин. Чистые ухоженные улицы ничего не напоминает о трагическом прошлом республики. Сразу видно, что руководство региона и весь народ работают слаженно. То, что было, скажем, в 1999 году и сейчас, вот если бы мне сказали тогда, что я увижу такую республику и такой город Грозный, я бы сказал, что это очень смешная фантазия. А на самом деле эта фантазия превращена в жизнь. Это город-сад, это наша гордость. И надо сказать, что удалось сделать Ахмад Хаджи, это подвиг, реальный подвиг. И как его сын продолжил дело отца, и что он построил, я говорю людям, не все верят, но когда приезжают, у них всегда есть желание вернуться еще раз. Поэтому для меня поездка в Грозный и в любой другой район, скажем, ну, на казино Ам съездить, это, знаете, это большей красоты нигде не увидишь. Осталось только одно – сломать стереотипы. Это самый безопасный регион Российской Федерации. На самом деле, посмотрите статистику той же самой преступности, посмотрите, как здесь люди живут. Нет, вы знаете, кто не был здесь, я всем рекомендую, не верьте ушам, поверьте глазам, приедете, увидите, поймете все сами. Все впечатляет, абсолютно все. Недавно я по телевидению смотрел новую коллекцию моды
Айшан. Да, вы знаете, я в восторге. Думаю, ну вот всему миру нужно показать, которые санкции придумают. Вот так развивается народ, когда он хочет развиваться. Как развивается чеченский народ под руководством Рамзана Кадырова, как завещал выдающийся чеченец Ахмад. Вот. И я считаю, что все впечатляет абсолютно. Уже здесь третий раз. Я был, когда возили грузовики развалины. Я был, когда у нас тоже мы были с правительством, на делегации правительства Москвы, когда еще не было нового комплекса, в котором мы сейчас живем, небоскребов. Все еще удивлялись, как может этот комплекс заполняться, как отель может не пустовать во время такого недавнего события, как война. Но видите, я приехал еще через 7 лет и смотрю, действительно все заполнено, все есть, все красиво. Люди ходят, люди довольны. Народу много, деловые, визиты существуют. И молодцы, что так быстро это все восстановили, так быстро все делается и так быстро все растет. Процветающий регион – это результат грамотной политики, проводимой Рамзаном Кадыровым, говорит и знаменитый врач Леонид Рошаль. В этом уверен и Костя Дзю, который также приехал на юбилей Асламбека Аслаханова. Развитие спорта в регионе находится на высочайшем уровне, говорит он. Это результат упорной работы руководства республики. Я был в Чечне до войны. Я был в Чечне во время Первой войны. Я знаю то горе, несчастье, которое случилось с чеченским народом. Не со слов, а через свое сердце, через ту боль в глазах людей и физическую боль, которую я видел. Я работал в Очко-и-Мартане, в Рус-Мартане, с другой стороны фронта. И видел, насколько она несправедливая война. Сейчас с аэродрома я прямо поехал к мемориалу Кадырова, возложил венки. Есть люди, которые делают историю. Вот он сделал историю. Таких людей не так много, который повернул судьбы своего народа, изменил, и который спас 1000 чеченцев и 1000 россиян от уничтожения. Это сделал Кадыров. И который заложил основу, чтобы расцвела Чечня, так как она часто расцвела. Все как обычно, то есть здорово, когда тебя встречают. Знаете, это, наверное, единственное место, где тебе рады от души рады. И то, что город меняется, это понятно, люди меняются, самое главное. И это видно не только здесь, это видно даже в Москве. Поэтому, когда меня пригласили на этот юбилей, то я не мог просто не приехать. Поэтому я очень рад, что я здесь. Грозный изменился в корне, в лучшую сторону. Красота неимоверная, чистота просто воображению не поддается. Трудолюбие народа поражает. Я не знаю, я не могу выразить то, что я видела, и то, что стало. Просто сказка. Сказка, как относится народ друг к другу, сказка, как относится народ к своему городу, к своей республике. И та любовь, которая проявляется к друг другу, она помогает вот восстановить все то, что было, и, по-моему, будет помогать еще большему развитию республики. Результатами работы Рамзана Кадырова восхищаются и те, кто находился у руля республики в 90-е. Среди них Исламбек Хаджиев. На вопрос, могло ли руководство республики тех лет уберечь народ от войны, он отвечает однозначно. Конечно, могли, но у нас ума не хватило, единства не хватило, терпения не хватило, разума не хватило. Мы сихдалировали. Мы фактически разрушили прекрасную республику. И Рамзану пришлось сначала Ахмаду, а потом ему с нуля почти, Ахмад Хаджи, ему почти с нуля начинать. Это очень тяжелый труд. Но они на верном пути. И очень таком хорошем пути. Сегодня мы вот видим результат того титанического труда, который сделал наш народ. И во главе сначала с Ахмад Хаджи Кадыровым, и теперь с Рамзаном Ахмадовичем.
Мы, наконец, на верном пути. Мы думаем не о противостоянии. Мы едины во яхе ночи. Мы восстанавливаем шаг за шагом. Потому что любая война, в первую очередь, нарушает культуру. Культура восстанавливается. Я не знаю ни одной страны, ни одного города, который за последние, сколько мы помним, новейшая история длится, в мире, который был бы настолько разрушен и настолько восстановлен. То, насколько возродилась Чечня, насколько возродился Грозный, это невероятно не только в пределах России. Мы все говорим о том, что Грозный – это пример для многих российских городов. Это невероятно в пределах мира всего. Такого не бывало нигде и никогда. Поэтому опыт Грозного, восстановления его, и то, что сделал Рамзан Ахматович, это невероятное абсолютно. Это что-то небывалое. Гости, среди которых журналисты и политики, отмечают, что Чеченская республика произвела на них неизгладимое впечатление. Поражен и восхищен тем, что сделано под руководством руководителя республики. Почему? Потому что, конечно же, правильно Иосиф Давидович сказал, это был небольшой тогда провинциальный город. Сегодня я без преувеличения могу сказать, что это жемчужина Востока. Это прекрасный центр Грозной Сити, это великолепные парки, это мечеть, сердце Чечни. Прекрасное чувство, когда молодые люди чувствуют себя в безопасности, когда они собираются выстраивать дальше свою жизнь, когда республика живет и процветает и чувствует стабильность здесь. И я без преувеличения могу сказать, что за это, наверное, и Рамзану Ахматовичу, руководству республики благодарна вся Россия. Стабильно в регионе, стабильно в России. Это абсолютно точную формулу, которую мы вывели за предыдущие годы. Поэтому разительно отличается, и я искренне этому рад. Хорошо встретили, очень по-доброму, очень по-настоящему, по-кавказски. Честь, достоинство, доброта. Моя матушка славянка, поэтому я в некотором смысле тоже в войнах. Поэтому мне это очень близко. Сегодня без любви в свой народ, в свою землю нельзя, конечно, было бы сделать то, что сделано. И это жемчужина не только Чечни, естественно, это жемчужина всей нашей страны, это гордость Грозной всей нашей страны. И я поселился на 25-м этаже, и, знаете, так смотрел на Грозный, но это просто уже красиво. Я представляю, как только начнет вот эта первая зелень выходить, как он будет преображаться еще красивее на глазах у всех. И я на самом деле очень горжусь, что у нас есть в России такой город. Аза Исаева, Рузана Веселаева, Лариса Джабраилова, Джамлай Хаджалиев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости 7. Гости, посетившие юбилей Асламбека Аслаханова, возложили цветы к мемориальной плите памяти Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Возглавили колонны депутат Госдумы Адам Делимханов и советник президента страны Асламбек Аслаханов. Позже для гостей провели экскурсию по музею, где им показали воссозданную копию кабинета первого президента Чечни с подлинными экземплярами. Когда я приезжаю сюда, я понимаю точно, что это не в последний раз. Часто бываю здесь, достаточно часто. Но каждый раз впечатление новое, свежее, интересное. Я люблю здесь бывать. Мне кажется, это лучшее место на Кавказе сегодня. Самое красивое, самое ухоженное. Меня больше всего поразили не новостроги, не небоскребы и даже не фантастические мечети, действительно фантастические, а то, что очень чисто. Бумажек нет, окурков нет. Это удивительно. Также гости посетили сердце Чечни, где каждый спешил запечатлеть на мобильный телефон красоту и изящество главной святыни республики. Поразило, насколько здесь много туристов. То есть люди реально приезжают сюда, в Грозный. Надо понимать, многие почему-то старые стереотипы до сих пор испытывают. Надо понимать, что Грозный и Чеченская Республика сейчас самая спокойная, мирная республика вообще на Северном Кавказе. Сейчас у нас это реальность, это так. Очень многое, потрясающе много сделано Рамзаном Ахматовичем для того, чтобы это стало так. Республика восстановлена. Накануне глава республики встретился с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой, президентом неотложной детской травматологии и хирургии Леонидом Рошалем и директором департамента международного сотрудничества и связи с общественностью Минздрава России Сергеем Муравьевым. Гости выразили свое восхищение столицей Чечни и тем, как преобразился город за столь короткий промежуток времени. Честно скажу, чисто в городе. Я знаю, что сейчас
что сейчас там субботник, это самое коммунистический идет и прочее, да? Ну, чисто народ. Да. Мы раньше месяц сделали там, мы месяц полностью, 550 тысяч человек вышло на субботник, когда Грозному чуть-чуть. По дороге они видели, как работают. Вы знаете, что люди поверили в то, что это реально. Все уже. Они по-другому не смогут. Вот дай Бог, чтобы так оно держалось. Есть чем гордиться. Есть. Не то слово. Есть чем гордиться. Цель визита – обсудить вопросы дальнейшего развития здравоохранения Чечни, подготовки кадров и доступности медицинских услуг. Руководитель федерального Минздрава дала высокую оценку работе по созданию современного здравоохранения в республике, а также обещала всяческую помощь и поддержку в решении существующих на данный момент проблем. Мы только становимся на ноги. У нас поэтапно, что вы знаете. Чиновники, там, Министерство здравоохранения, другие всех организации нам навязали там тогда разные оборудования, которые там, не нужны. Там. И наше министерство закупило все, что ерунду. Это все полетело сейчас. Не готовили специалистов, ничего не было. Сейчас мы по-другому, подход другой у нас. У нас заработал онкодиспансер, самая серьезная проблема была в республике. На неделе Рамзан Кадыров представил коллективу ЧГТРК «Грозный» нового руководителя. Возглавлять самую крупную телекомпанию СКФО отныне будет Ахмед Дудаев, ранее работавший в пресс-службе главы Чеченской Республики в должности главного консультанта информационного управления. За годы работы он показал себя как опытного специалиста и верного члена команды Кадырова, отметил глава Чечни. И нет сомнений в том, что он справится с возложенными на него обязанностями. Рамзан Кадыров также поблагодарил Адлана Бачаева за внесенный вклад в развитие чеченского телевидения. За то время, что он возглавлял ЧГТРК «Грозный», а это более 5 лет, телеканал претерпел значительные изменения, в числе которых улучшение материально-технической базы, качество выпускаемого контента и повышение квалификации сотрудников. А теперь коротко о других темах недели. Глава республики обсудил вопросы развития Сунжинского района с главой муниципалитета. Рамзан Кадыров отметил, что в последние годы район значительно преобразился, но нужно в полной мере использовать его возможности. Муса Ханариков рассказал, что в Серноводске заканчивается строительство стадиона на 800 мест. Инвесторы из Мордовии строят швейный цех, который даст 200 рабочих мест. Но есть и проблемы. Нужна новая школа и мост над Сунжи, так как старые объекты не соответствуют современным требованиям. Рамзан Кадыров поздравил активисток общественной организации «Иман» с Международным женским днем. Глава отметил вклад девушек в духовно-нравственное воспитание молодежи и добавил, что участницы клуба служат примером соблюдения норм ислама в одежде. Девушки выразили благодарность Кадырову за постоянную поддержку и обещали выполнять поставленные задачи с еще большим энтузиазмом. Глава региона встретился с Хасаном Халиевым, который на днях выиграл титульный бой в Испании и стал обладателем престижного пояса по версии WKL. Рамзан Кадыров поблагодарил кикбоксера за победу и добавил, что он является достойным примером для мальчишек. Свой чемпионский пояс Халиев подарил главе региона, который всячески поддерживает спорт и благодаря которому у наших спортсменов есть возможность участвовать в престижных соревнованиях. Глава республики посетил Академию Ичигеки в Гудермесе и подарил бойцам микроавтобус «Мерседес». Затем спортсмены продемонстрировали Рамзану Кадырову свои навыки. Глава обратил внимание на их недочеты и дал советы. Далее уже в другом зале Кадыров посмотрел, что освоили юные каратисты. В завершение за обеденным столом гость рассказал ребятам, что годами ранее о таких условиях даже мечтать не могли. Сегодня у чеченской молодежи есть все основания добиваться успехов на спортивных аренах. В Гудермесе прошел турнир по смешанным единоборствам среди юниоров «Битва Кубок Ахмата-2». Состоялось 8 поединков, среди участников и сын главы республики Адам. Поболеть за ребят пришел и Рамзан Кадыров вместе с сыновьями шейх Ахмедом и шейх Магомедом. Как прошел турнир и чем завершился, расскажет наш корреспондент.
Для молодых бойцов клуба «Ахмат» сегодня ответственный день. Они выступают в турнире «Битва Кубок Ахмата-2». Драться будет и сын главы республики Адам Кадыров. Свою первую победу в этом состязании Адам одержал в бою против Магомеда Баканиева. В зале занимаются и бойцы клуба «Ахмат», чемпионы лиги WFCA. Проверить, как идут тренировки и посмотреть на бои молодых спортсменов приехал и глава республики. Вместе с сыновьями шейх Ахмедом и шейх Магомедом. В финальном бою в октагоне встретились Адам Кадыров и Ахмед Асмаев. С тренером Абдулкаримом Идиловым Ахмад и Эли в перерывах между раундами дают брату советы и помогают размять мышцы. По итогам турнира победу одержал Адам Кадыров. Среди зрителей сегодня известные политики и спортсмены. Все отмечают, что подобного рода турниры позволяют прививать интерес к спорту молодежи с самых ранних лет. Первое место яхна, так ищет разные паршер. Первое место бяханче, да, ты обед кивил, да, лугба бойл, бисенчал масана, да, ты обед кивил, динти, так, вой нохчелити, вой гилти, гулти, так, спорти, образование, ти, вой хитмаш алсам халчи, вой хани, вой ом, дикерю, милч метя, хазалис, дикалис, гилкц, нохчичо, дик гейт визерс, и воспитывать док спорту, тундел-та нохар, хилер, из бок дел, хитам бу ишадереги, вой дохалер, пача Ахмад Хаджи Беркат, дуда лазер, кобол, дутини, тюн закалан, война, васти, таган вой пача Рамзан Хаши, спорта не шел внимание из-за Индии докумду, так ищет хиол направление, вой бакай химаш больше, халду да мола, сотеш нутан, когда Адам ищет вой такой шел молодежь, бакай химаш больше, хирбуэл, сотдогтешнаву да Аллаху Акбар. Самые маленькие зрители шейх Ахмед и шейх Магомед Кадыровы тоже поддерживают брата. Ахмад, сила! Сам победитель отмечает, что бой дался ему нелегко, но он будет усиленно тренироваться, чтобы завоевать еще больше побед. Победителей турнира наградили грамотами и медалями. Гости поздравили всех бойцов и пожелали им дальнейших успехов в спорте. По традиции сделали и памятное фото. Из Науль Заурбеков, Шамиль Саламов, Денис Хавхаров при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости. И смотрите далее в нашей программе. Чечня отметила Международный женский день. Море цветов и 1000 нежных слов в адрес самой прекрасной половины. Главные поздравления от руководства республики. А на улицах городов и сел прошли цветочные акции. Число жителей, страдающих от оползней, перевалило за 25 тысяч. Как им помочь и куда их расселить? В Чечню приехали представители федеральных министерств. Ситуация очень и очень сложная. В срочном расселении нуждаются более 800 семей, что предлагают власти жителям и как скоро решится их большая проблема. Почему Минсельхоз России предрекает личным подсобным хозяйствам крах? Через 15 лет они перестанут существовать, прогнозируют чиновники. А Госдума и вовсе решила ограничить количество сельскохозяйственных животных в частных подворьях, что толкнуло законодателей на подобный шаг. На неделе республика отметила один из самых красивых праздников весны – Международный женский день. По уже сложившейся традиции первым прекрасную половину поздравил глава региона. Торжественная церемония прошла в концертном зале столицы. Рамзан Кадыров произнес много теплых слов в адрес матерей, сестер и дочерей. Поздравительные акции прошли по всей республике. Особое внимание, как и положено, получила президент регионального общественного фонда Аймани Кадырова. Слово Хадиже Гугуевой. Поздравления с Международным женским днем прекрасная половина Чечни принимает за день до наступления самого праздника. Для матерей погибших правоохранителей, многодетных женщин и отличившихся сотрудниц различных ведомств в театрально-концертном зале Грозного организовали концерт, где артисты эстрады исполнили свои лучшие номера. Поздравил чеченских женщин и глава республики. وين دايش دوش هزقي تاكا وين بينقي دون وقري حرخ وقري خلج حيناها نوحشي زوجو دون شامتت و يحيش جيتر خليل دون شقيق زامير دون تعا دون دين دوش تعا غلق دوش تعا يحيش تعا
üç soğutu belki bu avval liyadoşta zulmaş yukta kört dağdoştek doğan parak dağın nisbeş eryanlık verilerci nadir bir hoğundaci Sudan tiyatro olarak kıyın boş bol göz aldığına şey yahyoş dünoldoş göz aldığına kenti yahyoş meskri doğan Araplar ve Ahmet Aysi doğan Sani doğan az oldu belçe doğan bisneş doğan İrsi bahar lütfen ve para khaz dağın nisbeş ahyoş haboş bu da isatro boş mokşmer dağ doğuşun doğan dağ doğuşun doğan Двум матерям погибших сотрудников МВД Рамзан Кадыров вручил медали Нэнанси. Ряд женщин наградил почетным знаком за трудовое отличие и грамотами. Еще 17 из присутствующих стали обладательницами квартир в Грозном. Этот щедрый подарок им преподнес общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Награждаются медалью Нэнанси «Материнская слава» Джамалдаева Макка Алиевна. Мать Джамалдаева Аслана Саидмагомедовича, сотрудника МВД Чеченской Республики, погибшего при исполнении служебных обязанностей в 2012 году. А на следующий день, 8 марта, Рамзан Кадыров вместе с семьей поздравляет с женским днем президента регионального общественного фонда Аймани Несиевну. В Международный женский день внуки Аймани Несиевны радуют ее не только цветами. Ребята спешат прочитать для нее стихотворения, которые они подготовили специально к сегодняшнему празднику. 8 марта день чудесный, такой веселый и интересный. Ведь это праздник моей мамы, такой хороший, лучше самый. Люблю тебя, я поздравляю, всегда красивой быть желаю. Быть дочери твоей счастья, пусть обойдут тебя династия. Цветы и поздравления Аймани Несиевна получила от сотрудников МВД, а также от соратников главы региона. إيشون مسكون حجرت مصر أول عن أفريقيا قاتلت ونحن فتش عمل هذه الزرق يوقف بريزيدنت الفوند بيش بوبوخ تاق إشتوي فتش رمضان حج ديش تقدير وش تق وينها مكان أصوبنا زودشت تاق سان فوشلو إذا بوخ ديل هي تنبو ديل ديكنس بيخم بول ديل دائم دوك حستين ديل دائم يحكم لك. Поздравления с 8 марта приняла и первая леди Чеченской Республики Медни Мусаевна. Здесь также прозвучали пожелания здоровья и благополучия. ديل إنهيتم تدل تعتبحنا الثاني تحنكره بديش ده تعامات أفلان هم قعدوا الحل هم قعدوا بيركت إشادك ديل إنهيتم شو بيركت دو ده إم وتجوش إس أتوبوش شيء ديوزل شو بيزش Поздравить Медни Мусаевну приехали депутаты чеченского парламента. Они вручили ей букеты цветов и пожелали счастья и успехов. Соратники главы Чечни побывали в гостях у вдовы Зельмхана Кадырова Разет. Хозяйка дома приняла от них цветы и многочисленные пожелания мира и благополучия. В Международный женский день Рамзан Кадыров отправился в село Гирменчук. Здесь он поздравил свою тетю Умани Несиевну. Да, мог что я говорил. Это вы, что масса гуман, да, масса очень. Женский день в нашей республике каждый год отмечается с большим размахом. Исключением не явился и этот раз. Во всех районах Чечни для прекрасной половины подготовили не только теплые слова любви и признательности. Районные администрации в этот день организовали для своих жительниц концерты с участием творческих коллективов. Со сцены звучат композиции, посвященные виновницам этого торжества. Конечно же, праздник не обошелся без цветов. От всего руководства района, да и всех мужчин, поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта. Желаю вам, наши героические женщины,
мирного неба над головой, семейного благополучия, здоровья и успехов во всех ваших делах и начинаниях. Чествовали в этот день сотрудниц медучреждений, правоохранительных органов, аппарата уполномоченного по правам человека и многих других. В уютной обстановке кафе-кондитерской «Париж» работницы Сурсада принимали поздравления и слова благодарности в свой адрес. Праздничный вечер для них организовало Министерство труда. Районные отделения региональных общественных организаций с раннего утра радуют представительниц прекрасной половины весенними цветами. Более 1500 букетов получили жительницы Грозного, Аргуна и Урус-Мартана. Еще столько же раздали жительницам Нажаюртовского, Шатойского и Ачхой-Мартановского районов. Всего же в этот день цветы получили более 5000 женщин. Спасибо большое, очень приятно. Ужасно приятно. Очень приятно. Спасибо. В Шелковском районе активисты движения «Ахмат» поздравили с праздником пациенток одной из районных больниц, чтобы праздничное настроение в этот день было на высоте, несмотря даже на то, что встречают они его на больничных койках. Хадижат Кугуева, Магомед Шатаев, Новости 7. Глава региона провел совещание с силовыми структурами, где главной темой стала борьба с экстремизмом. По мнению Рамзана Кадырова, враждебно настроенные западные институты пытаются любыми путями разобщить страну. Однако, благодаря патриотам России, которые всегда стоят на защите Родины, планы врагов изначально обречены на провал. Чеченская республика в свое время разгромила терроризм на территории региона. Однако эта война еще не окончена, считает Кадыров. Более того, ее нужно усиливать. И в первую очередь необходимо защитить и уберечь молодежь, потому что именно она становится орудием в руках террористов. Нас, хотим мы не хотим, не оставят наши враги. Потому что проигрывать не хотят западные институты, европейские, но ими была разработана стратегия для развала суверенного государства России. И сегодня, благодаря, в первую очередь, тем людям, которые служили на территории республики, благодаря, в первую очередь, чеченскому народу, мы сегодня не дали им такую возможность развала нашего государства. И не получилось у них через Южные Осетии, через Чеченскую республику, хотят через Украину. Ну, всячески будут и стараться и дальше. Поэтому сегодня главная консолидация общества в регионах и в общем государстве. Чем больше мы будем работать с населением, тем сильнее мы станем. Чем больше мы будем укреплять семейные институты, тем сильнее станет наше государство. Поэтому подход должен быть более ответственным. И каждый человек должен знать, чем он должен заниматься. Мы должны выносить свои предложения и, соответственно, настолько, насколько нам позволяет это, мы должны проводить тренировочные мероприятия. Борьба с терроризмом не закончена. Мы должны усилить борьбу. И в первую очередь надо с населением работать. Разъяснительную работу все больше и больше. Забрать тот сырой материал, который есть у бандитов. Это молодежь. Мы их должны загружать своими проповедями, лекциями, чтобы им вообще было отвратительно слушать тех шайтанов. Тогда мы реально станем непобедимыми. А так, пока они читают лекции, пишут всякие там ерунду, свободные уши слушают и заполняют мозги там. Мы хотим, чтобы те сыновья, которые есть у родителей, они обеспечивали достойную жизнь своим родственникам, родителям и создавали крепкие семьи. В первую очередь мы должны делать так, чтобы не оставить ни одного свободного человека, чтобы он слушал
и размышлял, как эти шайтаны. Того Адона, я берка дихарю, борьба с терроризмом, борьбу мы выиграли, ну, не закончили. Остатки все равно существуют, потому что у каждого молодого человека есть телефон, интернет. Когда они заходят, есть там проповедь. И проповедник сидит там и читает проповедь, и они слушают. Правоохранительные структуры, спецслужбы совместно с декабря месяца провели хорошую работу, выявили несколько групп, уничтожили, есть задержаны. Это большой успех для обеспечения безопасности региона и даже в государстве в целом. Еще раз хочу сказать слова благодарности тем людям, которые днем и ночью служат во благо нашего народа. Еще одно событие приковало к себе внимание на неделе. В Чечню из Германии возвращены дети, которые после трагической гибели их матери остались на попечении органов опеки. Напомню, виновным в смерти женщины признали супруга, который испытывал сильные головные боли, принимая лекарства, выписанные местными врачами. Вернуться на родину семье помогли по поручению главы региона чеченцы, проживающие в немецкой стране. Это не первый случай, когда Рамзан Кадыров приходит на помощь нашим землякам, покинувшим республику и столкнувшимися с разными обстоятельствами, рассказывает Марьям Керимова. Это, пожалуй, самый волнительный и счастливый день в семье Даудовых. Долгожданная встреча и слезы радости. Детей, прилетевших из Германии, встречают родные и близкие. После трагической гибели матери 5 детей вот уже 4 месяца находились в социальном приюте. Поначалу судьба ребят долго оставалась неясной. То ли они останутся в немецком приюте, то ли смогут вернуться к родственникам в Чечню. После вмешательства главы республики Рамзана Кадырова были приняты все необходимые меры. В Германию вылетела мама и брат Рашида Даудова, а также глава Урус-Мартановского района Валид Абдуришидов. В итоге детей все-таки удалось вернуть на родину. Рёк процедуру, дамел киашдяшноки, это дамел дяшдегатон, леждина ауэ пачиц арх. И шайл финансирование тон леждина ауэ пачиц архилюк. Пачина Аллах дерес хул, тон харума, тон леждина Урус Мартановский район хак делях, тон ниц кочер басар, тон ятухил басар. Суот хун тон леждина поддержки сагилляри, сюнц арх тон камел дяш сагилляри, тон ниц кочер басар. В родном селе Гуйты их не было почти 1,5 года, а трагедии, которую унесла жизнь 28-летняя Луиза Даргаевой, пока мало что ясно. Одно известно точно. Виновным в ее убийстве признан супруг Рашид Даудов. Сейчас мужчина задержан в Германии, идет следствие. Мать Рашида до сих пор не может поверить в случившееся. Да, Пачан, Баркалалу, Дого, Дерис, Унтун, Бесенди, Алсадуя, Сабес, Байтон, Тантаруяца, Этубаца, Альбес, Таджазу, Тотига, Хачи, Германии. По словам членов семьи, в Германию Рашид поехал, чтобы поправить здоровье. По некоторым данным, причиной агрессивного поведения могли стать лекарства, которые он принимал по назначению немецких врачей. У Шарпудина Даудова и у самого растут 2 дочери. Теперь он намерен окружить заботой и вниманием и своих племянников. إنزا داري جماعة لوقاتي نوع جماعة بيتس بالليل على جماعة وج كانت سير موحد بيكون وج موحد بيتس لوبار سان تو وج ديتس لودر أنا استوتا خنا هذا الوارث هذا الله توصل تقاعد بعد وج تو ديتس دليل.
То, что мамы больше нет, Магомед пока не понимает. Это младший ребенок в семье. И до этого дня никогда не был в Чечне. Но сегодня главное, говорят здесь, это то, что 5 детей, младшему из которых всего год, будут жить со своими родными, которые им дадут должное воспитание, окружат заботой и теплотой. Это далеко не первый случай, когда уроженцы нашей республики оказываются в подобной ситуации. Ведь органы опеки европейских стран уже давно славятся тем, что без особого повода забирают детей из родных семей. Процедура возврата зачастую растягивается на долгие годы и не всегда заканчивается благополучно. По словам уполномоченного по правам ребенка в Чеченской республике Хамзата Хирахматова, власти Германии в этом смысле более сговорчивы. Не в пример Норвегии, где детей после изъятия из семьи передают приемным родителям и скрывают их местонахождение. Более 19 детей у нас находится на территории Норвегии. 4-5 лет родители абсолютно не знают, где находятся свои дети. Коллективное письмо, которое написано на имя главы Чеченской республики, мы над этим письмом очень серьезно работаем. Задействованы все юридические и общественные деятели, силы для того, чтобы вернуть этих детей на родину. Во избежание подобной ситуации правозащитники советуют подчиняться законам той страны, в которой они находятся, и постараться изучить их до того, как уехать. Ведь многие социальные службы Европы пользуются неграмотностью прибывших мигрантов и, отбирая у них детей, пытаются выправить катастрофическую ситуацию с демографией. Чаще всего эти поводы, они фактически надуманные. То есть какая-то мелочь, какая-то там бытовая ссора, бытовой конфликт, даже иногда просто какой-то такой минимальный совсем вещь, из-за чего потом ребенок фактически лишается родителей. И очень сложно просто потом вернуть его обратно. Тем более это очень сложно для жителей, для чеченцев, для представителей чеченского общества, у которых есть свои понятия, свои представления о том, как воспитывать детей. Эти понятия воспитаны давние традиции, которые воспитания детей в чеченских семьях, они очень часто идут вразрез с новыми, так называемыми, либеральными ценностями, которые сегодня пропагандируются в новой Европе сегодня. В итоге напрашивается вывод, если чеченцы в вопросах внутрисемейных отношений и воспитания детей будут следовать чужим порядкам, не утратят ли они свою ментальность и что из себя будет представлять это новое поколение. Мария Керимова, Руслан Яхяев, Магомед Шатаев, Новости 7. Для жителей оползневых зон построят поселки в республике. Такое решение принято на совещании с участием представителей Министерства строительства и ЖКХ России и Министерства по делам Северного Кавказа. По официальным данным, в зоне риска проживают более 25 тысяч человек. 844 семьи нуждаются в срочном переселении. Эта наболевшая тема из года в год становится серьезнее. В 2015-м многие жители оползневых зон получили средства на приобретение жилья, но проблему это не решило. Природные явления продолжились, и число нуждающихся в помощи увеличилось. Подробнее Магомед Султамурадов. В этом доме семья Бушуевых прожила почти полвека, но с недавних пор в нем небезопасно находиться. Из-за оползней строение искривилось, пошли трещины в фундаменте и обвалилась крыша. Дом держится на искусственных подпорках и в любой момент может обвалиться. Частично падение тоже было потолка, но обошлось без жертв. Здесь проживает мой брат с семьей, у него 2 детей, мальчики они. Конечно, к ним тоже приходят племянники, мы их в доме не оставляем, потому что небезопасно. Проблема оползней существует в 45 населенных пунктах Ножа-Юртовского района. В зоне риска находится даже райцентр. Насколько все серьезно, можно судить по местному клубу. Здание трещит, как говорится, по швам. И это при том, что его в прошлом году капитально отремонтировали. Хотя, судя по этой картине, в это и трудно поверить. Идет тектонический разлом Салатави, с хребта, Андийского хребта. Он тянется на 600 километров вдоль горной зоны. Он раздвигает тектонические плиты, вот происходит этот процесс. В 80-е и в начале 2000-х годов целыми населенными пунктами людей переселяли на равнину, так как остановить оползневые процессы в горах невозможно. Поэтому проблема актуальна даже сегодня. Из района необходимо переселить около 6 тысяч человек. Более остро стоит вопрос с переселением Шаухалберд, Алирой и Биной. Биной, да? Да, Биной стоит этот вопрос остро, потому что Биной это вообще у нас находится более в горной местности. В масштабах республики проблема стоит еще острее. Оползневые процессы наблюдаются в 10 районах и в одном городе, в Грозном. По самым скромным подсчетам, в переселении нуждаются порядка 25 тысяч человек. Вопрос власти, конечно, пытаются решить. За последние 2 года сумели переселить больше 740 семей. Но учитывая количество нуждающихся, это крайне мало. Определены 844 семьи, более 6 тысяч человек, которые требуют незамедлительного решения вопроса
Вот комиссия, выездная рабочая группа, когда осматривала, во многих домах семьи не проживают, там невозможно жить. На этот год в бюджете не предусмотрено средств для переселения людей из аварийного жилья, несмотря на то, что вопрос достаточно острый. Но после обращения главы Чечни к руководству страны с просьбой о помощи в республику для ознакомления ситуации приехала рабочая группа Министерства строительства и ЖКХ и Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа. Ситуация очень и очень сложная. Все, что касается безопасности и жизни населения, это первостепенная задача, которая стоит перед руководителями регионов. И нам надлежит очень быстро принять соответствующие нормативные акты правительства, подготовить прежде всего консолидированную позицию, прежде всего руководство республики, руководство Министерства по делам Северного Кавказа и Министерства строительства, сформулировать его. Для решения проблемы планируется построить специальный поселок для переселения людей, где и когда, правда, еще неизвестно. Вопрос на стадии рассмотрения. Правительство определяет участок, где будет построен поселок. Мы в этом году, если такое решение будет, начнем разрабатывать проект-сметную документацию для строительства поселка на 6 тысяч человек. Полной инфраструктуры. Объемы денежных средств для решения проблемы переселения людей из оползневых зон пока еще не определены. Точная сумма станет известна после доклада рабочей группы о состоянии дел в республике президенту страны. Если в этом году выделят нам дополнительно $1 миллиард рублей, то мы в состоянии, уже перечень определен, районные администрации представили списки, 301 семью мы сможем им выделить субсидии для приобретения жилья. Проблема оползневых зон в Чечне существует давно. Это естественный процесс, который с каждым годом становится все актуальнее. За последние 4 года количество людей, нуждающихся в переселении из-за этого природного явления, в республике увеличилось примерно на 3000 человек. Поэтому проблема, скорее всего, еще долго не будет сходить с повестки. Магомед Салтмурада, Руслан Яхяев и Магомед Шатаев. Новости 7. В личных подсобных хозяйствах, возможно, в скором будущем ожидаются перемены. В Госдуму России внесен законопроект, который дает возможность регионам самим определить предельную численность сельскохозяйственных животных на приусадебных участках. То есть законодатели предлагают ограничить количество животных на частных подворьях, объясняя это тем, что многие не соблюдают санитарных норм, а главной проблемой называют то, что доходы от ЛПХ освобождены от налогов. Такие хозяйства создают недобросовестную конкуренцию крестьянско-фермерским хозяйствам, считают депутаты. А в Минсельхозе и вовсе заявляют, что личные подсобные хозяйства через 15-20 лет вообще перестанут существовать. Чем вызваны такие прогнозы и что думают об этом местные чиновники, узнавала Марьям Керимова. Майрбек Какиев много лет занимается ведением личного подсобного хозяйства. Держит до 20 голов крупнорогатого скота. Как результат, экологически чистое мясо и молочные продукты собственного производства. Есть в хозяйстве мелкорогатый скот, овцы и козы, которые тоже приносят свой доход. К ручному труду в семье приучают с детства, а излишки, полученные сельхозпродукции, реализовывают на рынке. Майрбек планирует расширить хозяйство и для этого хочет взять кредит. Расширить положение хозяйства. Sen traktoruma götürüyoruz. Gazellamız sen et yer işte latliyalı dehne kablo dehne kabş ritxul. Lattanti dehneti var zimqahek çan et tohulqtik. Таким образом, активно вовлеченные в производство сельхозпродукции личные подворья обеспечивают стабильным доходом своей семьи, способствуя при этом развитию конкуренции и выпуску качественного продукта. И новость о том, что ЛПХ в России перестанут существовать в ближайшие 20 лет, в Чеченской республике вызывает большие сомнения. Ах, отстахазим финансовое положение. Хильчи идахни алсам дах шуриах карти, калдиах карти, туабах карти, этош больше и гулк дидош камдох, болхойота болнах. Все дело в том, что в Госдуму внесен законопроект, предлагающий регионам дать право определять численность поголовья скота в личных подсобных хозяйствах, объясняя это необходимостью соблюдения санитарных норм и ветеринарного контроля. Вдобавок к этому, по словам авторов инициативы, владельцы личных хозяйств, в отличие от фермеров, не платят налоги, но при этом могут содержать сотни голов скота на одном участке. Документ находится на стадии рассмотрения, но
а представители сельского хозяйства Чеченской Республики озвучивают свои предложения. При правильно выстроенном менеджменте они могут реализовать свою продукцию, выйти на рентабельный уровень. Есть возможность скооперироваться, то есть личные подсобные хозяйства могут объединиться, создать кооперацию. И если они кооперация, то у них есть больше вероятность получения какого-то крупного кредита. Кредитов по линии ЛПХ в Чеченской Республике выдано на более чем 12 миллиардов рублей. А это порядка 43 тысяч жителей. По этим показателям регион находится в лидерах. Особенностью этого кредита является то, что эти кредиты могут субсидироваться государством. Если гражданин, получивший этот кредит, обращается в Минсельхоз за возмещением процентной ставки в виде субсидий, и государство выделяет ему эти субсидии, эти средства также контролируются и, соответственно, должны быть использованы по целевому назначению. Попытка ограничить поголовье скота в личных хозяйствах уже предпринималась в 2009 году. Тогда идею не поддержали. Многие сравнивают эту инициативу с политикой при Никите Хрущеве. Тогда жителям городов запретили держать скот. Ну а у жителей деревень его выкупали в пользу государства. В итоге эти меры привели к значительному сокращению поголовья. Мария Керимова, Руслан Яхяев, Магомед Шатаев. Новости 7. И в конце о футболе. В рамках 19-го тура российской футбольной премьер-лиги Терек встретился с Ростовом. Несмотря на то, что матч выездной, грозненцы играли уверенно, доставив немало хлопот хозяевам поля. Но распечатать ворота на всем протяжении матча соперники так и не смогли, хотя и были близки к этому. Причем не раз. Напомню, что прошлый сезон команды завершили примерно с одинаковым результатом, поэтому держатся в середине турнирной таблицы российской футбольной премьер-лиги. Грозненцы были настроены на реванш после недавнего обидного поражения от Уфы. Но, увы, встреча с Ростовом завершилась ничьей. На этом все. Увидимся в следующее воскресенье. Спасибо, что были с нами. Ади Келыш.